Ой, какой красивый. Где у нас машина? Где ты видишь машину? Где ты машину видишь? Пару отвлекающих слов, и вот вакцина введена. Маленький Абубакар Бесаев пришел на свою повторную прививку от полиомиелита. Выстоял он стойко. Более того, благодарность выразил душевно. Все? Спасибо, все. У мамы Абубакара Хади Бесаевой 6 детей. Она отмечает, что детям своевременно делала все прививки. Я думаю, всем надо делать вообще-то прививки. Хотя старшему моему уже почти 18 лет, но я всем делала. Этот младший сразу самым, 3 годика ему. Ни одного не пропустила, все прививки сделала. Полиомиелит – опасное инфекционное заболевание. Оно спровоцировано вирусом, который поражает нервную систему. Болезнь может привести к полному параличу, а смерть возникает в 50% случаев заражения. Лечения от этой инфекции нет, так как не разработаны препараты, которые убивают полиовирус. Медики не устают повторять, помочь может только профилактика. Это введение вакцин. Вакцины дают нам иммунитет. Их вводят в основном по календарю. Первую вакцину инактивированную вводят в 3 месяца, вторая вакцина в 4,5 месяца, и тоже инактивированная, и в 6 месяцев вводят уже живую оральную вакцину. Ревакцинация проводится в 18 месяцев, 20 месяцев и в 6 лет проводит ревакцинацию. Как мы сказали, лечения полиомиелита нет, и реабилитация таких пациентов, которые уже заразились этим вирусом и начали болеть этим полиовирусом, реабилитация очень длительная. Можно сказать, пожизненная реабилитация. Симптомы схожи с вирусами ОРВИ, ОРЗ. Высокая температура, усталость, головная боль, ригидность затылочных мышц. Явные признаки полиомиелита. Родители обязательно должны обратиться к врачу, отмечает Лиза Евлоева, врач-невролог детской консультации Карабулакской городской больницы. Дальнейшие симптомы при заражении полиовирусом – это боль в ногах, преимущественно в нижних конечностях, да? Потому что приводят первые клинические симптомы полиовируса – это нижний вялый паралич. В дальнейшем дети начинают жаловаться на слабость в ногах. Да? Они не могут долго ходить, они не могут из сидячего положения встать, да? И возникает вялый паралич. Заразиться полиомиелитом может любой человек естественным путем, через воду, пищу и грязную одежду. В зоне риска находятся дети до 7 лет. Ашат Ганиева уже бабушка, не пропускала прививок и для своих детей. Сейчас уже на вакцинацию привезла внучку. У меня 2 детей, и я всегда их прививала. Я человек Советского Союза, и я считаю, что если детей не прививать, то они будут болеть и будут осложнения. Даже если она заразилась бы, то без осложнений все обошлось бы. Конечно, это же очень серьезное заболевание, которое может закончиться с летальным исходом. В регионе активно проводится ряд мероприятий, среди которых лекции, горячие линии, круглые столы. Все они направлены на информирование людей о смертельном вирусе. Прививка против полиомиелита – это единственный метод защиты детей и взрослых от тяжелого заболевания, которое может вызвать инвалидность и даже смертельный исход. Мадина Богатырева, Магомед Индиев, Магаз 24.